Что означает временное ограничение управления транспортным средством? На основании какого документа могут ограничить человека в управлении автомобилем? Могут ли лишить права управления транспортным средством, если это единственный источник дохода? Если в отношении лица, да, то есть неважно, там, возможно, индивидуальный предприниматель, возможно, обычный гражданин, в службу судебных приставов предъявлен исполнительный документ, выданный на основании судебного акта, конкретно подчеркиваем даже, что на основании судебного акта, сумма задолженности, которая подлежит взысканию, превышает 10 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель вправе принять решение об ограничении должника в управлении автотранспортного средства, направив соответствующее постановление в компетентный орган. Компетентным органом в данном случае все, что касается автотранспортных средств, это является орган ГИБДД МВД России. То есть, соответственно, для принятия такого решения судебный пристав-исполнитель должен будет учесть ряд моментов. Да? Значит, является ли исполнительный документ, поступивший к нему для принудительного исполнения, исполнительным документом, выданным на основании судебного акта, это раз. Во-вторых, с момента возбуждения исполнительного производства судебный пристав-исполнитель обязан будет лично ознакомить должника с постановлением о возбуждении исполнительного производства, то есть под роспись, вручив ему даже копию данного постановления, после чего он уже принимает решение либо об обращении взыскания на имущество должника, да, либо в ограничении права, специального права. То есть у нас федеральным законом 229 об исполнительном производстве, который действует на территории Российской Федерации, четко определено, что даже в течение добровольного 5-дневного срока, который предоставляется должнику, судебный пристав-исполнитель вправе применять ограничительные и обременительные какие-либо меры. То есть гражданам нужно понимать, что ответственность за неисполнение требований с полдокументов, она все более и более ужесточается. То есть если мы сравниваем тот федеральный закон, который у нас вступил уже даже, можно сказать, в силу с 1 января 2016 года, да, который внес свои изменения в законодательство об административных правонарушениях Российской Федерации, где гражданам предоставляется такая льготная возможность, да, оплатить административный штраф, если там до истечения 60 дней в 50% от общей суммы, то данный закон, он уже более ужесточающий, то есть ужесточает ответственность граждан. Поэтому судебные приставы-исполнители массово никуда, конечно, не пойдут, изымать они ничего не будут, не будут принимать процессуальное решение в рамках возбужденных исполнительных производств, но с учетом ряда моментов. Также такое временное ограничение специального права невозможно, если автотранспортное средство, которым управляет должник, да, гражданин, является для него единственным источником дохода, и соответствующие документы он предъявит в службу судебных приставов, то применение данного ограничения со стороны судебного пристава-исполнителя невозможно. То есть это уже как бы у нас идут нормы гражданско-процессуального законодательства, которое действует на территории Российской Федерации, четко предусматривает, в каких случаях возможно обращение взыскания на имущество, в каких случаях возможно применение в отношении должника каких-то иных ограничительных мер.